Здравствуйте, я Алиев Хайрат Алибекович, уроженец города Бишкек. На данный момент нахожусь в бегах, потому что меня и некоторых моих знакомых объявили, что мы террористы, что якобы мы совершили там взрывы в синагоге, там во дворце спорта, якобы мы состоим в какой-то организации. Ну что я хотел сказать? Во-первых, скажу, почему я в бегах. Где-то 29 или 30 числа, точно не помню, мне позвонила жена, я по работе выехал из дома и сказала, что ко мне пришли милиционеры, и что они ищут меня и спрашивают мой номер телефона. Как мне она сказала, что домой приходят милиционеры и ищут меня. Я позже узнал, что некоторых из моих знакомых они уже поймали, закрыли, и что применяются к ним пытки, и выбиваются из них какие-то признания. Поэтому мне пришлось уйти, потому что у нас найдите человека, а потом статью найдем. У нас работает по такому принципу. Поэтому мне пришлось уйти. Но пока справедливость восторжествует и придут, я так считаю, справедливые люди и по справедливости рассмотрят там, виновны мы или нет. Тех ребят, которые пойманы, некоторых ребят я действительно знал, я это признаю. У нас были с ними торговые отношения. Я работал в корейской компании, которая торговала чулочно-восточными изделиями. Я братьям просто давал товар под реализацию, и они продавали. То есть мы занимались носками. Да, действительно, мы обменивались телефонами. И вот такие вот у нас были отношения. Вот сегодня нас обвиняют, что мы якобы террористы, что-то взорвали. Потом мне жена позвонила, сказала, что приходят уже конкретно ГСМВшники, перерыли весь дом, были у меня у родителей дома, у родителей жены дома, и также у нас дома в Сокулуке. Перерыли все и забрали конкретно какие-то мои вещи, которые попозже потом снимали по телевизору и показывали, что там какая экстремистская литература, там оружие и прочее. И по тем вещам, которые у меня были дома изъяты. У меня забрали ноутбук, забрали литературу, забрали оружие. Теперь насчет ноутбука. Это был обычный ноутбук, который мы дома подключали к интернету. Никаких экстремистских там видео, клипов и материалов там внутри не было. Если насчет литературы, эта литература продается везде. На этих книгах написано, вот, пожалуйста, адрес Чуй, Киев, там есть магазин Одиссей, в этом магазине вся эта литература продается. Да, я не скрываю, я с 2001 года состою, можете проверить, в военном охотничьем союзе из 2001 года имею оружие, официально разрешенное, которому мне МВД само выдало разрешение на ношение этих оружий. И тот карабин, который они у меня изъяли, официально куплен в охотничьем магазине, тоже можете проверить. Все боеприпасы куплены вам в охотничьем магазине. Заниматься охотой — это не криминальное дело. Это нормальное мое право, гражданское право. Это разрешение на ношение нарезного гладкоствольного оружия выдавало мне МВД. Все справки я сдавал. У меня никакой судимости нету. И сегодня не знаю, почему вот эти вину нам приписывают. Теперь насчет там рюкзака, который был найден дома. Да, это мой рюкзак. Все там внутри, это охотничье снаряжение. Охотничье снаряжение. И никакого отношения это к криминалу или каким-то террористическим действиям это никакого отношения не имеет. Можете все это все продается на русском рынке.
там камуфляжная форма, там. Это обычная флисовая маска, да, она черная, это обычная флисовая маска, ее надевают, когда холодно при охоте. Почему флисовая, повторяю, потому что, если вы посмотрите на ее материал, он толстый. Это специально, чтобы холод на лицо не ударял. И по этим только вот предметам, которые у меня дома найдены, там, литература насчет охотничьего оружия, там, и что это все говорит о том, что мы экстремисты, что ли? Это просто обычные материалы, которые продаются в магазине. Все оружие было куплено официально. И только на основании этого говорить, что мы террористы и объявлять в розыске, я не знаю. А то, что некоторые из пойманных ребят, да, там по телевизору сказали, что я, Хайрат, был с ними там, я считаю, это выбитые признания. А никаких материальных доказательств у них нету. 25 числа, когда был ограблен, я не знаю, какой-то там американец в Соколуке, я был дома. 7 часов после работы пришел домой. Это может подтвердить жена, это может подтвердить братишка, это может подтвердить жена братишки, это может подтвердить братишка жены братишки. Ну, правда. 25 числа я был дома. Потом приписывает нам вот этот взрыв во дворце. Я не знаю, наверное, мотивирует тем, что у меня там склад на Хоенкозева 108, где я носки храню. Ну, недалеко находится от этого дворца спорта, может, поэтому. И вообще, можете обратиться в экспоцентр. Я в этом дворце спорта, во дворце спорта на ярмарке участвовал то ли 2, то ли 3. Вообще, во дворце спорта я где-то 2 или 3 раза был на ярмарке. Мы продавали там носки и неплохо зарабатывали. Зачем нам тогда взрывать этот дворец спорта, когда мы сами там торгуем, когда там рядом сауна, там, из дома нашего там отец или там мать, жена ходили туда. Зачем нам это вот это взрывать там какой-то непонятный суд там, я не знаю. Это, по-моему, нужно другим людям. Это нам не нужно это. Это нужно другим людям. Там, взрывать. Наверное, нужно тем, кто хотел там судебный процесс остановить, или тем, кто подсудимый на этом суде, чтобы остановить весь этот процесс. А при чем тут мы, я не знаю. Да, мы признаем, мы мусульмане. Мы 5 раз молимся в день. Да, некоторых из нас были бороды. Наши жены ходят прикрытыми. И что теперь, если мы религиозные люди, то мы обязательно террористы или экстремисты, что ли? Почему на нас вот эти все вещи нам лепят и привязывают, я не знаю. Поэтому пусть проводят там суд, пусть проводят что хотят. Я еще раз хочу сказать, что это все мы не делали. Лично я в этом не участвовал. И тех ребят, которые задержали, я знал как нормальных, простых мусульманских ребят, которые там на джума ходят, 5 раз молятся. Не знаю почему. Наверное, как некоторые правозащитники говорят, наверное, грант, наверное, в Соединенных Штатах взять там, сделать страшилку, что якобы кто-то там, враг государства, пытается с ним что-то сделать, помогите нам, и взять у них грант. Не знаю, кому это нужно. Ну вот я тоже в СМИ читаю, там уже часть какой-то правды раскрывается. Я надеюсь на справедливое решение этой проблемы. Просто хотел сказать, зачем мне это надо. Вот можете проверить. У меня высшее образование, я работал в нормальной работе, у меня была нормальная заработная плата, у меня есть жена, дети.
У меня было все нормально, я себе пропитание находил. Пропитание, у меня высшее образование, я владею языками. Мне это не надо, зачем мне там что-то кому-то что-то делать там. А еще хотел пояснить, вот там 4-го, то ли 5-го числа, там говорят, какие-то бои были, там кого-то милиционеров убили. Я из страны уже уехал числа 30-го. Поэтому к этому никакого отношения не имею. Насчет вот этого, то, что говорят, в Соколке произошло 25 числа, я был дома. То, что во дворце спорта было, я еще раз поясняю, что, наверное, из-за того, что дом близко, наверное, из-за этого, наверное, хотят как бы эту вину на мне прилепить ко мне. Все?